Жители Парчига создали свой ТОС и теперь самостоятельно решают накопившиеся в деревне проблемы. Начали с самой наболевшей и сложной – дорог. Некоторые проезды к домам ежегодно утопают в грязи, а единственный путь, соединяющий населенный пункт с большой землей, и вовсе не ремонтировался уже почти 40 лет. Пообщалась с активистами и узнала о дальнейших планах по благоустройству деревни Ксения Лосева. Специально сделано, чтобы машины проезжали. Вот такого вида дороги. Где еще можно такие дороги увидеть? Только у нас в Парчиге. Этот проезд по улице Светлой сами жители называют местной достопримечательностью. Настил из досок больше похож на один большой плот через кашу и грязь. Только вот далеко на таком не уплывешь, а точнее не уедешь, делятся сельчане. Уже несколько лет они вынуждены самостоятельно прокладывать путь к своим домам. Здесь в ход идут любые средства. Кто-то использует, как в данном случае, доски, кто-то щебень, а кто-то и вовсе строительный мусор. По весне все это снова размывает, и сооружать фантазийные конструкции приходится заново. Мы не можем выехать с детьми, просто машина застревает. Вот до такой степени люди просто слезно плачут. Хотя бы до сюда. Да. И вот сейчас более-менее весна-то сухая, а обычно тут стоят машины сплошь, потому что они до своих домов не могут доехать элементарно. Как бы не хотели вот эту деревню делать неперспективно, не нужно, вычеркнуть, вот все уничтожили, все абсолютно. А люди селятся и хотят здесь жить, здесь растить детей. Ждать у моря погоды жители устали и решили взять судьбу родной деревни в свои руки. В прошлом году создали ТОС и уже успели выиграть грант на доукомплектацию детской игровой площадки. В этом году написали 2 проекта. Один из них – на покупку спортивных тренажеров. На лето в деревню приезжает немало молодежи, а потому место, где каждый сможет позаниматься спортом, придется как нельзя кстати. В планах привести в порядок и уплывающие улицы Светлую и Дальнюю. Сельчане уже провели встречу и собрали больше 150 подписей. Теперь проект должны рассмотреть в районной администрации. У нас самая болезненная тема в деревне – это, конечно, дороги. Бездорожье полное. Дома строятся, а дороги к этим домам не строятся. Но если мы создали ТОС, значит ТОС и должен все это продвигать. Люди очень активно в работе ТОСа принимают участие. Когда бы, что бы я ни попросила, в общем, отказа я не получаю никогда. Если победить бездорожье в самой деревне, жители, хоть и с большим трудом, все же смогут своими силами, то отремонтировать участок от Зеленца до Парчига с помощью одного только энтузиазма активных сельчан не получится. Печально знаменитую ухабистую дорогу построили еще в начале 80-х. Сейчас ей необходим капитальный ремонт, стоимость которого, по оценкам экспертов, составляет почти 200 миллионов рублей. Как раз накануне проблему обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министерству строительства и ЖКХ Коми поручено перераспределить бюджет дорожного фонда на ремонт дорог по маршрутам следования школьных автобусов и к местам детских оздоровительных лагерей. Один из них располагается как раз недалеко от Парчига. А стало быть, вопрос, мучивший местных жителей не одно десятилетие, наконец имеет все шансы сдвинуться с мертвой точки. Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.